Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Добрый день, уважаемые любители хоккея с мячом и русского хоккея. Начинаем нашу трансляцию с Сыктывкара, где считанные минуты остаются до старта очередного матча российской суперлиги. Сыктывкарский «Строитель» принимает на своем поле Ульяновскую «Волгу». Здравствуйте, уважаемые ценители хоккея с мячом. В Сыктывкаре мы продолжаем праздновать. Сегодня в канун Старого Нового года у нас очередной матч. И, соответственно, мы, как хозяева, конечно же, надеемся на победу. Ну, у нас очередной матч и очередной сюрприз для болельщиков был приготовлен. Сегодня у нас конфетный матч всем болельщикам, прежде всего юным болельщикам на входе на стадион. Медведь-стройка раздает сладости. Но напомним, у нас уже были мандариновый матч перед Новым годом. Был мандариновый, и был благотворительный, теперь конфетный. Вот выходят у нас команды с потрибунных помещений, с раздевалок, и, наверное, пробежимся сразу по составам команд. Начнем по традиции с хозяев поля Сыктывкарского «Строителя». В воротах Максим Шакиров, номер 20, 83 номер, полевые игроки, 83-й Сергей Филатов, 9-й Владимир Власюк, Максим Немцев, 44-й, Иван Кораблин, 3-й, 77-й номер, капитан команды Сергей Шибонкин, номер 8 Артем Лихачев, 37 Евгений Ильюхин, 23-й Максим Зубарев, 28-й Алексей Башарымов, 93-й Денис Садаков и запасные игроки «Строителя» Макар Екишев, вратарь команды, у которого вчера был день рождения, номер 1, Андрей Куликов, номер 4, Павел Арзубов, номер 5, Никита Агафонов, номер 7, Александр Ваешин, 29 и Артем Зимин, номер 72. Главный тренер Сыктывкарского «Строителя» Павел Яковлевич Франц. Ну, Валентина, наверное, как всегда, вам все это самое сложно объявить состав гостей. Ульяновская «Волга». Да, извините, если вдруг чью-то фамилию произнесу неправильно. Простите, пожалуйста, дорогие болельщики. Итак, на воротах... Пишите в Ютубе, да, если где-то там что-то не так, в комментариях. Мы увидим, будем исправляться по ходу ситуации. Итак, на воротах «Волги» сегодня Дмитрий Атаманюк. В поле 14-й Слугин Александр, 28-й Леденцов Игорь, 78-й Семиргин Никита, 12-й Крайнов Андрей, 41-й Ишкельдин Илья, 40-й Тургунов Рустам, 7-й Галяудинов Руслан, это капитан команды, 77-й Ничков Алексей, 21-й Степанов Александр, 95-й Безухин Эмиль. На скамейке запасных вратарь Москвичев Максим, 10-й номер Башаев Сергей, 17-й Барашков Дмитрий, 20-й Гришин Дмитрий, 44-й Андреев Евгений и 87-й Дмитрий Скворцов. Задумалась. На этом все. Все, закончился состав «Волги» на этом, да? Вроде больше пока никого в протоколе нет. Ну, ждем сейчас команды покатаются немножко по льду, послушают гимны Российской Федерации и Республики Коми. Как раз вот «Волга» наконец-то с небольшой задержкой выходит на лед. И после этого начнем нашу трансляцию. «Строитель» после 15 сыгранных для себя матчей находится на 10-м месте в турнирной таблице. 5 побед, 2 ничьи, 8 поражений, 17 очков. А «Волга» чуть-чуть ниже, 13 место у ульяновцев, 2 победы, 3 ничьи, 11 поражений и, соответственно, 9 очков. Столько же очков у Зоркова, и на 4 очка ульяновцы, красногорцы опережают кировскую родину. У «Строителя» тоже есть возможность подняться повыше. 2 очка буквально отделяют сыктывкарцев до нижегородского старта. Так что есть
турнирные цели, есть турнирные задачи. Почему бы их не выполнить хотя бы промежуточно сегодня по итогам встречи? Ну, как раз вот мы видим, команды выстраиваются для торжественной церемонии. Показали нам Сергея Грачкова, главного тренера «Волги». И сейчас мы вместе со спортсменами будем слушать гимн. Мы видим, как администратор команды Павел Франц, младший, ловко собирает мячи. Вот и озвучали гимн России и Республики Коми. И впереди нас ждет то, ради чего мы и собрались здесь сегодня с вами. Матч, уверен, что зрелищный, яркий и, конечно же, с обилием голов и голевых моментов. Игра сегодня не первая по расписанию. Уже несколько матчей сыграны в рамках тура. СКА «Нефтяник» на своем поле разгромил Уральский трубник со счетом 13-3. Байкал Энергия обыграл Сипсельмаш 5-3. Динамо Москва справилась с Мурманом 5-2. И Енисей обыграл Кузбасс 4-3. Заметьте, 4 встречи, 4 хозяйские победы. Благодаря тому, что Енисей обыграл Кузбасс, у Кузбасса остается 22 очка, у Строителя, напоминаем, 17, да, и есть возможность подобраться вплотную к команде из Кемерово, ну и у Строителя еще будет игра в запасе. Так что по потерянным очкам, если сегодня Строитель победит в этом поединке, сыктывкарцы даже будут обгонять кемеровчан. Но для начала нужно выполнить свою задачу, для начала нужно победить, а сделать это будет не так-то уж и просто. Ну, если вернуться к нашей игре, именно к Строителю и Волге, Алексей уже вам сказал, что он надеется на большое число голов. И, кстати, команды-соперники как раз-таки в своих играх отличаются большим числом голов. Напомню, 28 декабря команды сыграли в Ульяновске со счетом 3-7 в пользу Строителя. А в прошлом сезоне Строитель с Волгой сыграл дома со счетом 1-7. Ну, правда, в пользу гостей. В общем, если на выезде было забито 10 мячей, в прошлом сезоне было забито 8 в Сыктывкаре. В Кубке России в прошлом сезоне команды сыграли 4-4. Ну и в прошлом, опять же, сезоне в рамках Суперлиги в Ульяновске команды забили 9 мячей. Тогда Волга выиграла с счетом 5-4. То есть, в общем, 8, 9, 10 забитых мячей мы в матчах между этими командами традиционно видим. Поэтому тотал больше 7.
ну, 7,5 будет заходить наверняка. Ну, все готово к матчу и поехали. Стартовал у нас поединок. Параллельно у нас проходят матчи Зоркий и Родина. Тоже такой интересный матч, можно сказать, на дне, да, на дне турнира таблицы. Замыкающий 14-15 команда. Ну, конечно, Строители Волга 10-13 тоже не намного выше. Ну и параллельно еще также проходит матч Архангельского Водника и Нижегородского Старта. Все игры стартовали в 13:00. Но вот в матче Водника и Старта уже Водник успел к этой минуте, у них там уже третий идет, к третьей минуте Водник повел в счете 1-0. Ну, так что будем параллельно следить за этими поединками. Ну и, конечно же, смотреть, что же происходит у нас здесь на поле. А здесь у нас на поле происходит первое нарушение правил со стороны Ульяновской Волги, и стандарт зарабатывает Сыктывкарский Строитель. Быстро следует розыгрыш, заброс штрафной, и Артем Лихачев пытается спасти мяч от ухода за лицевую. Это удается Сыктывкарцу. Прострел снова в штрафную, и борьба за мяч идет, который выигрывает ульяновцы. Отметим также, что матч, который проходил в Ульяновске, 3-7 завершился. 4 мяча в активе Дениса Судакова было. Так что Денис, можно сказать, специалист по Ульяновской Волге. Ну и активно отыгранный второй тайм. Да, ну, за Строителя. Более того, Денис забивал и в кубковой встречах прошлого сезона, и 2 мяча в Ульяновске забивал в прошлом сезоне Суперлиги. Ну и пока угловой Строитель Сергей Шимонкин мяча. От стандартов, как всегда, многое зависит. И гол! Вот многое зависит. И 1-0 открывает счет Строитель на второй уже минуте. 1-0. Вот такое резвое начало игры в исполнении подопечных Павла Франца. Догнали Водник. Догнали, да. Да, заочное соперничество, да? По результативности матча. Давайте посмотрим еще, будет сейчас повтор. Увидим, кто забил. Похвалим игрока. Недолго очень зрителям пришлось ждать. Нет, почему-то у нас повтора, ну да. Ну, будет, я уверен, мы еще увидим. Главное, в принципе, результат уже, не результат, счет открыт. Ну вот нам судья-информатор подсказывает, да, и операторы, судья-информатор, что Максим Немцев отличился. Опять же, если возвращаться к матчу в Ульяновске, то все свои мячи Строитель забил с игры. Ни одного со стандарта, и вот стандарт наконец-то приносит успех подопечным Франции. Здесь уже, ну, здесь нам показывают повтор как раз долгожданный. Такой в падении, да, Максим Немцев бросает, наносит удар. И оказывается, он не берущимся для Дмитрия Атаманюка. Ну и мы видим здесь такой полуопасный момент был уже и ворот Строителя. Ну, как раз пока нам, перед тем, как нам показали повтор. Здесь вне игры в исполнении Строителя. Такой динамичный у нас получился старт на контратак. Ну, здорово. Кстати, Водник забил второй мяч, говорят нам комментаторы. Ну, в общем, пожелаем Строителю быстренько догнать соседей по региону. 2-0, да, уже 7-я минута в Архангельске. Есть у нас еще 3 минуты на то, чтобы повторить достижение Водника. Водник у нас приезжает на следующей неделе, что Архангелогородцев ждем в гости. Здесь столкновение и риск получения травмы. Я так смотрю, игрок Ульяновска не может подняться до сих пор. Не видно, к сожалению. Номер игровой, хоккеиста. По мнению арбитров, это чисто игровой эпизод, да, Александр Степанов это был, но вот там сейчас. Давайте посмотрим внимательно. Ну, не видел игрок Строителя, по-моему, это как раз был тот же самый Максим Немцев. Не видел ульяновца, выезжавшего из-за спины. Ну и, соответственно, получилось такое неприятное для обоих игроков столкновение. Вот Максим Немцев и гол забил, из столкновения принял участие. Ну, в общем, везде
наш поспел, везде пострел. У нас в каждом матче кто-то из игроков строителя отличается и пытается взять от жизни все. То есть одновременно и забить гол, и нарушить правила. Ну, может, они в рулетку переиграют перед игрой, уточняют, кто там, чья очередь сегодня быть в центре внимания. Строитель на чужой половине будет сейчас вводить мяч в игру. Сильно направляя мяч в район штрафной, но настолько же сильно, настолько и не точно. Небольшую миниатюрную стенку из двух игроков попал снаряд. И контратаку Волги уже сыктывкарцы заглушили, попытаясь с дальним забросом ворваться уже в штрафную соперника. Не удалось. И Максим Шакиров не спеша сейчас будет вводить мяч в игру. Ну, даже не вводить, просто еще ходил, дает своим игрокам, и уже от Ивана Кораблина следует дальняя передача. И даже, в общем-то, осмысленно получилось, нашла адресата. Главное сейчас под не передача. Ну, потеряли, и еще и Максим Зубарев оказался на льду там, видимо, скользко. Там вчера гоночки проходили, наверное, скользко. Там вчера на стадионе проходили гонки Супершип, Кубок главы Республики Коми. А сегодня уже здесь хоккей с мячом. Завтра пройдет зимнее регби, послезавтра гандбол, синхронное плавание и другие виды спорта. Все на одном стадионе. А в августе наш прекрасный стадион закроется на реконструкцию перед чемпионатом мира по хоккею с мячом, который пройдет в Сыктывкаре в 2021 году, напомним. Ну и, соответственно, некоторое время строитель останется без домашней арены. Но я думаю, что руководство клуба обязательно что-нибудь придумает и найдет нам. У нас всегда так что-нибудь придумают. Это нормально. Как, кстати, неизвестно на запасной площадке, что именно это будет. Хотя лед в Сыктывкаре есть. Ну, есть запасное поле стадиона. Возможно, его будут заливать и реконструировать там трибуны хотя бы человек на 200, да, чтобы можно было поболеть за свою команду. Ну, здесь есть такой удар на отмышь был, не глядя, в исполнении строителей. Мяч довольно близко прошел к ворот, заставить Дмитрия Таманюка поднапрячься, на всякий случай прыгнул голкипер, но контролировал ситуацию, так что врасплох его все-таки не удалось застать таким ударом. Ну, мы помним прошлой встречи с Родиной, как Алексей Башарымов также не глядя пробивал, и удалось ему тогда отличиться. Ну, на счету Алексея Башарымова 7 забитых мячей же в этом сезоне, 2 результативные передачи. Он второй по результативности в составе строителя. Первый у нас Денис Судаков, как мы и отмечали. Его вот эти 4 мяча в Ульяновске помогли пока что подняться в гонке снайперов внутренней. В общем чемпионате Денис делит 13 место с 11 мячами. Ну, там, конечно же, до лидеров Суперлиги далековато, да, там лидировал Эрик Петерсон, у него было 44 мяча, и у Артема Бондаренко 34, у Алмаза Мельгазова из Енисея 32, но это все данные, насколько я понимаю, до сегодняшних матчей. Табличка еще не обновилась. Ну, могу здесь, конечно, ошибаться, но все равно, в общем, 11 мячей и 44 мяча, разница, наверное, заметна. Это если бы вам платили бы зарплату в 11 тысяч, Валентина, а кому-то 44. Обидно. Ничего страшного. Хорошо, что здесь сравнение неуместно, да? Потому что хоккеистов за забитые не доплачивают. Да. Ну, может быть, и кому-то и доплачивают. Мы если не можем знать все внутренние кухни, может, кому-то и доплачивают. За забитые, за результативную передачу. Ну вот для Максима Немцева мяч стал третьим в этом чемпионате. Мы его тоже можем поздравить. Насколько я помню, один из мячей в Кирове Максим забивал также после углового. Здесь у нас в центре поля такая борьба за мяч с переменным успехом. Сергей Шибонкин бросает прорыв Дениса Судакова как раз. Доходит он до лицевой и зарабатывает угловой. Дойду до лицевой, заработаю угловой.
Хоп-хоп-хоп и в дамке. Ну, это мне больше напомнило песню, знаете, каких-то бардов таких 80-х, у костра сели и про... Грушинский фестиваль там где-то вот рядышком. Да, где-то вот так вот. Ну, а форму хоккейную тоже называется свитер. Барды, борода, барды, гитара. свитер, да. Еще один стандарт строителей, есть опасный удар, и вот здесь защита Волги просто вот за пределы поля выкидывает мяч. Ну, все же лучше, да, чем за красную линию своих ворот. А вот строитель, здесь остается мяч сыктывкарцев, будет дальний удар, но настолько же дальний, насколько и не точно. Да, там тоже сейчас делает повтор. Здесь вратарь, да, Дмитрий Атаманюк сыграл на последнем рубеже и спас свою команду. То есть 2-0 получать к 10-й минуте, к 11-й, наверное, не входило в планы Ульяновской Волги. Ну, вспоминая ульяновский сценарий, мы с трепетом ждем второго тайма. Ну, да. Что он все же покажет. Ну, в параллельных встречах изменился счет в Красногорске. Там Кировская Родина повела. Так что тоже, как и говорили, интересный матч, равные соперники. Давай-ка я сейчас первый фильтр включу. Никто не может предсказать, с чем он завершится. Здесь Максим Зубарев. Пас направо, здесь сбивают хоккеисты строителя. Будет отложенное удаление. Отложенный штраф у Ульяновской Волги. И вот только сейчас игра останавливается. Потому что у меня диафрагма На 10 минут ульяновцы будут играть в меньшинстве. Ну, здесь мы ждем, сможет ли Максим Зубарев продолжить игру. Ну, надеемся, что сможет. Вот он сейчас тоже покажет повтор. Скидка от Александра Ваюшина была. И 14 номер. Да, 14 номер Александр Слугин нарушил правила против Максима Зубарева. Ну, пока что мяч у Волги. Нужно его забирать и атаковать. Пока же контратака. Атака у Волги. Здесь вроде показалось, что перекрывали направление атаки игроки строителя. Ну и мяч в итоге от ворот ушел. Вел его же в игру Максим Шакиров. И сыктывкарцы владеют сейчас снарядом в центре площадки. Кстати, возвращаясь к Александру Слугину, Александр Слугин в этом сезоне отыграл несколько матчей за Байкал-Энергию и вернулся в родную Волгу. Такие интересные были переходы туда-сюда у Волги в этом сезоне. В самом начале. Там, насколько я понимаю, и у Эмилия Бехузина аналогичная ситуация. Вот. Волга, конечно же, серьезные изменения в составе претерпела. Были финансовые сложности у ульяновцев накануне чемпионата. А здесь момент у Волги 1-1. Да, вот вам и сложности, вот вам и Ульяновск, вот вам и игра в большинстве. Эмилий Бехузин, про которого мы только что говорили, сказал, что не зря мы про него говорили, сравнивает счет игрок. Ну, это серьезное усиление, на самом деле, для Волги, где большинство все-таки собственных воспитанников, а Эмиль Бехузин, да, он отличился не раз уже. Молодец, молодец. Да. Ну, что еще добавить? Ну, здесь, конечно, оборона строителя пыталась сделать ложный офсайд, да, искусственный, и вот оставили сразу двух хоккеистов Ульяновска. Мог Эмиль и делать передачу, да, мог и пробить, вот что выбрал второй вариант. Забил, забил и оказался, значит, прав, да, никто не знает, если там, может быть, передача не дошла бы до адресата, может быть, адресат как-то неуверенно сыграл в такой ситуации. Так что забил, значит, прав. Победителей даже в чисто конкретном эпизоде, как известно, не судят. Ну что ж, 1-1. Игра продолжает набирать обороты, все интереснее и интереснее. Ну и строитель зарабатывает еще один угловой. Мы видели уже 3 угловых, да, в исполнении строителя. Один завершился мячом забитым, другой ударом мимо, третий спасением голкипера. В общем-то, разные эпизоды, да, ну и тем временем Зоркий тоже сравнял счет в матче с Родиной. Так что угловые сейчас потенциальная опасность для ворот Ульяновской Волги. Мимо проходит мяч.
Вот это я к чему? К тому, что у нас пока что сегодня все матчи завершились с победами хозяев. Да, то есть как бы, Архангельский Войник задает тренд, продолжает, точнее, тренд. Зоркий уже восстановил равенство в счете в матче с Родиной. Третий Волга. В общем, мы не против, если выиграют во всех матчах хозяев. Вот, может быть, конечно, против нижегородцы, кировчане и ульяновцы. Но мы нет. Мы точно за. Тем более для строителя матч Водник-Старт тоже имеет, как мы говорили, турнирное значение. Нижегородцы опережают на 2 очка сертификации. Нужно, чтобы звезды сошлись, так как нужно строитель. Да, ну, 13 число сегодня. Может быть, звезды и сойдутся. Здесь гол! Александр Ваюшин! Александр Ваюшин забивает. Не знаю, Александр, наверное, сам не поверил в то, что мяч зашел после удара в ворота. Его лицо он явно не поверил. Но отличается полузащитник строитель. Выводит вновь свою команду вперед. 16-я минута, Александр Ваюшин. 2-1. Нам сейчас покажет этот мяч с парой рикошетов. И не видел, по-моему, вратарь момент удара. Да, абсолютно не видел, был загорожен своими игроками. В частности, Евгений Андреев, по-моему, у него из-под ног мяч выскочил. И Дмитрий Доманюк не мог никак среагировать. Ну и мяч так точнёхонько в уголок закатился. Александру можно после таких голов смело переходить в бильярдный спорт, в боулинг. В общем, точность — это его конек. 2-1. Все интереснее и интереснее становится. Мы говорим лишь, что ожидаем сегодня много забитых мячей. Меньше 8 в матчах этих команд не было уже давненько. Ну, в общем, с возвращения строителя в Суперлигу не было. Да? Все матчи завершились 8 мячей и больше. Ну, можно, конечно же, и историческую справочку такую сейчас после этого момента сделать. Вот, да, отбился строитель. Последний матч до возвращения строителя в Суперлигу команды сыграли, например, в рамках Суперлиги, соответственно, да, логично. В сезоне 2008-2009 там матчи завершились с счетом 4-4 и 3-4. Ну, в общем, 7 мячей и 8 тоже было забито. В сезоне 7-8 годов Волга дважды выиграла 5-2, 6-2. До этого выиграла 7-3, 6-2. В общем-то, как видим, голы были и тогда довольно обильном количестве. А вот в сезоне 2005-2006 только со счетом 2-1 выиграла Ульяновская Волга. Если не ошибаюсь, этот матч проходил именно в Сыктывкаре. Так что, вот, пожалуй, один из самых низкорезультативных матчей это сезона 2005-2006, 2-1. Ну и в 98-99 году тоже был 2-1 и 3-2. Вот небольшая такая историческая справка по количеству мячей. И, кстати, для Волги строитель команда, благодаря которой оформился один из самых интересных рекордов ульяновского клуба. Самый быстрый гол. На 10-й секунде 8 декабря 1998 года в домашнем матче со строителем Андрей Рушкин забил этот мяч. Андрей Рушкин, я так понимаю, который сейчас главный тренер Байкал Энергии. Так что... Директор Ульяновска до сих пор, насколько я понимаю, спортивный директор. Какая-то должность в Волге у него есть. Если наш прекрасный комментатор знает, то вы можете подсказать. Ну вот, в общем, главное, что 10 секунд ему потребовалось в 1998 году. Здесь строителю сегодня потребовалось чуть побольше, чтобы открыть счет в матче, но до рекорда далековато. Волга в атаке и спокойно отдает мяч в итоге Максиму Шакиру. 98 год стал вообще таким довольно-таки результативным для Волги. В этом же году она стала базовым клубом страны в чемпионате мира. Да, по мини-хоккею с мячом. А за год до этого, соответственно, в год после 97-99 годы становилась победителем соревнований. В общем, Волга молодцы. Не только полноценное поле, но и мини-хоккей им удавался в те времена. Ну, удается, мне кажется, и сейчас, на самом деле. Сейчас после этой атаки с третьей продолжим. Алексей Башарымов и от ворот. Не удалось Башарымову заработать угловой хотя бы. Нет, все-таки удалось, да? Я понимаю, что
Да, судья показывает на угловой все же. Сперва показал на ворота, потом теперь уже на угловой. Что ж, стоит ли говорить, что угловые сегодня потенциально опасны. Мы это уже заметили по ударам Строителя. 20 минут позади. И хороший, нормальный шанс был у Строителя. От ворот. Давайте мяч в игру Дмитрий Атаманюк. По статистике угловых, кстати, сейчас Строитель так хорошо лидирует. Потому что подает их больше. Логично. Нет, по-моему, у Волги только один. Да? Я ошибаюсь. Не подскажу, Валентин. Есть сайт Федерации хоккея с мячом. Если вы статистические данные хотите сверить, пожалуйста, welcome. А пока у нас Иван Кораблин отправляет мяч на чужую половину поля. Там оказывается на льду Денис Судаков, но без нарушения правил. Борьба была чистой, по мнению арбитров. С этим арбитров не представили. Вот 21 минута прошла, а мы не представили арбитров. Просим прощения. Главный судья матча Михаил Ананьев, Иркутск. Помощники судьи Григорий Бабашкин, Максим Тетерин и резервный судья Михаил Сыулин, город Сыктывкар. Продолжается в Федерации хоккея с мячом практика обмена арбитрами. Шведские арбитры приезжают в Россию, отечественные арбитры уезжают в Швецию обслуживать матчи. И вот сыктывкарский судья Юрий Габов как раз в эти дни в Швеции обслуживал один из матчей шведской элит-серии. Так что хоккей с мячом развивается в Сыктывкаре и в Республике Коми не только в плане командных игры, да, не в плане профессионального клуба, суперлиги, высшей лиги, детского спорта, но и в плане судейства. Здесь пока Волга обозначала прессинг, встретились под него, вышел только отдав мяч. В общем-то, можно сказать, и не вышел, да, если настолько все завершилось. Теперь уже сыктывкарцы встречают соперников повыше, заставляют их сделать длинную передачу. Длинная передача — это всегда в борьбу, и здесь с Русланом Галяутдиновым вел борьбу Артем Зимин. И уже офсайд. Офсайд залезает Волга. Половина первого тайма позади. В общем-то, игра интересная, как мы и ожидали. Ну и, собственно говоря, Волга пока что неплохо смотрится. Нету каких-то откровенных провалов. Ну и мы понимаем, что, наверное, второй мяч очень обидно было Ульяновску пропускать. Ничего не предвещало в том эпизоде. Ну и здесь угловой зарабатывает Волга. Выспорили хоккеисты и вызвали разочарование у игроков обороны Строителя. Не все же нам было разыгрывать в другой стороне. Надо делиться. Да? Здесь тоже так довольно опасно было. Ну, хорошо, что мимо ВАР. Максим Шакиров пока что в этой встрече больше как зритель наблюдает. Был у него пару раз возможность вступить в игру. Вот еще один удар. С одним ударом Максим не справился. Но пока что оборона, в общем, дает своему вратарю отдохнуть после напряженных матчей, которые были в этом чемпионате. Но мы ждем, на самом деле, что сегодня Строитель еще добавит, увеличит разницу, например, в счете, и мы увидим на поле вчерашнего именинника Макара Екишева. Ждали мы его, конечно, и в матче с Родиной, но там до последних минут была живая интрига, и Макару, в общем, не удалось выйти на поле. Пришлось наблюдать за игрой со скамейки запасных весь матч. А если вот сегодня удастся, ключевое слово «если», конечно же, да, а если удастся как-то добавить, возможно, мы сегодня увидим Макара в деле. Было бы неплохим подарком, да, к дню рождения. Напомним,
входит Макаров в расширенный список кандидатов в сборную Ю-19. Скоро будет, конечно, чемпионат мира, первенство мира в этой возрастной группе. Сейчас досмотрим этот момент. Было чем-то схожим с мячом Александра Ваюшина. Но вот пробить вот так же, да. Ну, хорошо, что у нас есть Ваюшина, Ульяновска нету. Вот, в общем, ждем. Может быть, Макар войдет в итоговый список сборной России. Было бы, в общем, неплохо. Ну и Павел Арзубов, насколько я помню, тоже входил в этот расширенный список. Молодой хоккеист строителя, уже успевший отличиться в Суперлиге. Надеемся увидеть ребят на престижном соревновании. Но напоминаю, что Никита Агафонов также участвовал в первенстве мира до 19 лет, которая проходила в 2017 году в Сыктывкаре, и вместе в составе той команды стал победителем первенства мира. Тогда молодежная юниорская, прошу прощения, команда в финале со счетом 1-0 в овертайме обыграла принципиального соперника сборную Швеции. Но я думаю, что и на грядущем первенстве ситуация не сильно изменится, и в финале встретятся именно эти две команды. А здесь был полумомент, пока что, да, у ворот строителя. Не попал, как следует, на ничего нападающей Волги. И Волга уже контролирует снаряд уже на своей половине. Кстати, если говорить об игроках строителя, в Ульяновске все-таки есть пару наших игроков. Сегодня не заявлен на игру Ренат Зиганшин. Это сыктывкарский игрок, который в том сезоне был. В сезоне Высшей лиги с нами выступал. В том сезоне Суперлиги он выступал и играл в том числе и в Высшей лиге. Его отправляли в помощь молодежи. И сегодня в основном составе заявлены и номер 28 Игорь Леденцов, который выступал за Строитель в 2005-2006 году. Опытный такой игрок, который успел уже поиграть и в старте, и в Волге, и в Кировской родине, собственно, самый кировчанин, воспитанник Кировской школы. В общем, многое связывает наши коллективы. Снова про чемпионат. Наши чиновники, так как когда собирались строить Ледовый дворец в Сыктывкаре перед реконструкцией республиканского стадиона, хотели построить его... Да нет, здесь все хорошо. Здесь в обороне отработал Сергей Филатов, заблокировал этот бросок, и поэтому сейчас будет угловой. Ну и Максим Шакиров, наверное, в принципе, контролировал ближний угол, справился бы с этим выстрелом. В общем, в Сыктывкаре мог появиться Ледовый дворец по типу Волги Спорт-арена. Один в один такой же. Креатив. Да, но не получилось. Соответственно, реконструирован будет именно вот этот стадион, где сейчас сражаются соперники. Мы смотрим сейчас за розыгрышем Голового в исполнении Волги. И здесь даже не видно, вот куда отправился мяч, но кто-то из игроков обороны Строителя то ли пытался увернуться от него, то ли наоборот отбивал его. Да? Там такое двойственное впечатление сложилось, в общем, от этого весьма интересного жеста. Между тем, в матче Водник Старт еще 2-1. Вот. Тоже интересно статус поединка. То есть здесь 2-1, в Архангельске 2-1, ну и Зоркий Родина по-прежнему ничья. 1-1. Так что нас ожидают веселые, интересные вторые таймы во всех трех параллельно проходящих встречах. У нас сейчас показывает повтор. Да, здесь уворачивался. Успешно, по-моему, да? Ульяновск с мячом. Делают здесь 3 хоккеиста-строителя, и оказывается на льду Эмиль Бехузин. Видимо, после нарушения правил все-таки, да? И опасный стандарт зарабатывает Ульяновск сейчас. Это хорошо, что еще без удаления все обошлось. Вот здесь нам покажут. Это Владимир Волосюк, я так понимаю, да, жестко в корпус сыграл. Наш универсал. Да, здесь опасно будет сейчас ворот Строителя. И принимает грудью кто-то из хоккеистов Сыктывкарского клуба удары на себя. Поэтому
Поэтому угловой еще один у Ульяновска. Так вот, Волга последние пару минут осадила владение Максима Шакирова. Все ближе и ближе они к тому, чтобы сравнять счет. Алексей, вы заметили, что вам свойственно каркать? Как только вы начинаете рассказывать о том, что Максим Шакиров становится зрителем, он перестает им быть. Так, секунду, подождите. И мимо ворот мяч проходит. Но мы помним прошлый матч, да, с Родиной, когда я просил Родину забить, Родина забила. Просил сыктывкарцев забить 4-й, сыктывкарцы забили 4-й. Все хорошо. Так и положено. Так и должно быть, понимаете. Мы знаем итоговый счет матча заранее. Вот это вот, Алексей, с вашей стороны сейчас было опасно просто. Сейчас к нам придут в комментаторскую кабину люди в сером и арестуют Алексея, придется мне продолжать одно. Вот так вот. И люди теряем их спортивных обозревателей. Люди в сером. Ладно. Не будем обсуждать людей в сером. Может, просто дар ясновидения, что черный маг в 9-м поколении. То есть в следующий раз у нас комментаторские будут свечи, пентаграммы и черепа. Да, и прочие всякие обряды. Нет, давайте отложим, пожалуйста. Кстати, мы видим уже Павел Арзубов на поле, да? 5-й номер уже появляется. Желаем Павлу 2-го гола в Суперлиге. Ну, так, мимоходом. Ну и здесь, игра пока что целостной картины сейчас нет на поле. Как-то такой сумбур на самом деле. Не понять, кто вообще в принципе лучше сейчас выглядит. После того, как Строитель забил второй мяч, немытьем-то катанием, Волга выровняла положение на поле. Даже, может, даже кажется, что где-то и поинтереснее смотрится Ульяновск. Здесь во вне игры снова завязает Бехузин. Очень острый нападающий. По крайней мере, в этой встрече открывается регулярно под передачей, находит его партнеры, снабжает мячом. Мне кажется, еще потрепет нервы-то хоккеистам Строителей. Вот опасный момент у ворот Волги. Здесь только от ворот. Можно было выжать из этого эпизода и побольше. Ну, здесь даже еще такое нарушение правил со стороны Строителя было в атаке. Досталось кому-то из ульяновцев. Болельщики поддерживают родной клуб. Не знаю, не смотрел, приехал ли кто-то из Ульяновска сюда. Но перед началом игры желто-синих шарфиков пока не было на трибунах. Явно заметно, но, скорее всего, кто-то да есть. Кто-то да есть. В принципе, не так далеко, это не Хабаровск. Поэтому... Ну, даже из Хабаровска сюда приезжала одна болельщица. Пробивала выезд. Может быть. Да. Точно знаем, что порядка... болельщики Родины. Да, порядка 30 человек из Архангельска уже едут, приедут в Сыктывкар, и вот там десант будет неплохой по количеству. Кировчан не перебьют, скорее всего, но... Ну, болельщики Архангельска... Но вот здесь, здесь такое выяснение отношений между хоккеистами. Вряд ли эти отношения связаны с какими-то личностными увлечениями. Скорее всего, все-таки недовольны каким-то игровым эпизодом. Мы видели, там не мог подняться хоккеист Волги. И вот здесь Сергей Шибонкин с лицом студента, опоздавшего на пару, выслушивает главного арбитра и спокойно отъезжает в сторону. К сожалению, пропустили эпизод вообще, из чего, собственно, весь сырбор-то произошел, чем недовольны игроки Волги, кроме погоды и счета. Может, чем-то еще посущественнее. Вот нам показали нам зрителей. Я вот тоже не увидел желтых шарфов в эту долю секунды. У нас будет возможность на перерыве посмотреть внимательно. Ну и Строитель атаковал. Сейчас снова достается и Ульяновцу.
Это Никите Семергину досталось вот на ваших экранах. И здесь уже как раз не без удаления. Ну там снова игроки толкаются, пытаются понять, кто прав, кто виноват. Спорят, как московские и питерские филологи о фонеме «ы», существует она или нет. В общем-то, все из-за науки, конечно же. Здесь у нас сегодня эмоции не только на трибунах, на экранах, но и на поле, такие довольно-таки здесь серьезные. Удаление в составе Строителя. Евгений Люхин в итоге оказывается на скамейке штрафников. В общем-то, градус в игру добавился. Но добились волжане все-таки каких-то санкций в сторону и здесь, я так понимаю, видимо, сразу тайм-аут берется, да? Или просто пользуется паузой? Нет, скорее всего, да. Максим Шакиров тоже приезжает. Здесь тайм-аут. Команда «Волга» берет тайм-аут. Но у волжан есть сейчас возможность сравнять счет. Неплохо они выглядят в эти минуты. Поинтереснее, поопаснее. И, в общем-то, кажется, занервничали, мне так кажется. Ну, суть, наверное, эмоции. Да. Такая нервозность чувствуется, присутствует у Строителя. Вот и два таких эпизода довольно волнительных, и один из которых завершился удалением. Я так понимаю, волжане требовали и в первом эпизоде удаления, поэтому вспыхнуло, скажем так. Ну что ж, 1,5 минуты еще будет добавлено к первому тайму. И Волга наверняка проведет это время в попытках сравнять счет. Ну, параллельное удаление, так нам показывает оператор, Рустам Тургунов тоже оказался на скамейке штрафников. Там вначале показывает только Люхина, вот оказывается еще и Тургунов. Пока не могу сказать за что, наверное, за неспортивное поведение даже больше. На этом, как сказать, наиграл хоккеист. Здесь, опять же, опасно было у ворот Максима Шакирова. Александр Степанов находился прямо перед вратарем, готов был переправить мяч. Мимо прошел мяч. Ну, немножко не хватило сноровки. Тем временем в Архангельске 3-1. Мы следим параллельно за всеми встречами, которые идут у нас. Даже вот за высшей лигой, там, кстати, веселый поединок, там Сканефтяник 2 с Саянами играет, там 6-5, там 77-я минута, и довольно интересно. Там, ну и Енисей 2 играет с Ипсельмашем 2, там 1-0, 40-я минута, но зато 32 градуса мороза. Вот там веселье, так веселье, да, как бы у хоккеистов. 32 градуса мороза. У нас в Сыктывкаре таких морозов во время хоккея с мячом давненько не было. Ну, у нас сейчас в районе минус 10 и какой-то очень мерзкий, если честно, пошел снег. Да. И атака Строителя. Сергей Шибонкин ищет код передачи. Не удалось найти. Игра остановлена арбитрами. Останется сейчас мяч у Строителя, но просто отдадут его гостям. Денис Садаков отдал мяч волжанам. И игра продолжается. Ну что ж, в общем, в первом тайме мы увидели все, что за что любим хоккей с мячом. И голы, и опасные моменты, и вратарские спасения, и вот даже вот такие небольшие потасовочки на поле. Здесь с лёта пробивал игрок Волги, но тоже находился в положении вне игры. Ну, на самом деле, последние 10-15, наверное, Волга гораздо увереннее смотрится и чаще бывает на половине Строителя, чем наши хоккеисты. Ну, чем наши хоккеисты наполовину свои, да? Да. Можно сказать и так. Ну, здесь нарушение правил на Артеме Лихачеве. Поддержали его немножко Плюшечка, и Иван Кораблин готовится к этому стандарту. Следует заброс, попадает в голову игрока Волги. И желтая карточка. Немножко ближе находился хоккеист в момент этого стандарта к мячу, чем требуется.
И еще один заброс. И там довольно грубо играют против Дениса Судакова и 12-метровый, да? Отличненько. Здесь не уследила за жестом арбитра, на самом деле. Удаление у Волги есть. Клюшкой Дениса рубанули. И будет возможность, скорее всего, с 12-метровой отметки пробить. У нас как раз момент судья как раз из кадра ушел в этот эпизоде. Но вообще нарушение штрафной, так что 12-метровый без вопросов. Так, смотрим. Иван Кораблин стал регулярно теперь исполнять 12-метровый. Раньше начиналось в этом матче, в этом сезоне Денис Судаков, но вот пара промахов, и Иван Кораблин сменил его отметки. Кораблин против Таманюка. Но Александра Слугина уже второе удаление в матче, и третье будет, и покинет он поле уже до конца встречи. Смотрим. Иван Кораблин! 3-1. Иван Кораблин. 3-1. Вот то, что нужно было по такой игре в концовочке первого тайма, чтобы уверенно уходить на перерыв. Ну, естественно, Александр Слугин может выходить обратно на поле. И больше не будет он, наверное, так опасно играть клюшкой в своей штрафной площадке. Ну, вообще, в принципе, сейчас опасно уже играть не рекомендуется. Смотрим за повтором. Вратарь присел, и над ним уже мяч и проходил. По высоте пробил Кораблин. Отразить этот удар было нереально. Прежде всего из-за того, что присевшим был Дмитрий Атаманюк. Сложно среагировать, и удары по вверху не берутся. Здесь снова Кораблин с мячом отобрал его у соперника, протащил по левой бровке и уже за пределами поля оказывается игрок Ульяновска. Волга продолжает атаковать, и вот такой вот полуудар, полунавес. Максим Шакиров проконтролировал мяч, как он пролетает у него над головой, над перекладиной, и выводит его сейчас в игру. 43-я минута, у нас заканчивается игра, заканчивается первый тайм. Параллельно у нас Зоркий повел в счете в матче с Родиной 2-1, а Водник забил 4-й мяч старта. В общем, во всех встречах хозяева лидируют и, в общем, продолжают тренд, который был задан в начале сегодняшнего тура, когда все матчи сегодняшние выиграли хозяева поля. Но у нас близится перерыв. В перерыве нас ждут очередные конкурсы. Правда, Валентина? Ведь у нас там же и замечательные призы. Ну, у нас уже традиционные розыгрыши для болельщиков в перерыве, поэтому мы, наверное, и выискивали наших товарищей из Ульяновска, чтобы порекомендовать им принять участие в каких-нибудь развлекательных мероприятиях в эту 20-минутку. В общем, сегодня самых активных болельщиков ждут призы. Здесь момент! 4-1. 4-1. Денис Судаков, автор результативной передачи. И, по-моему, на Башарину он сейчас поздравлял. Автор как раз забитого мяча у нас сейчас не в кадре был, но найдем сейчас повтор с другой отметки. И... В общем, заслуга-то у Дениса Судакова. Он продрался сквозь троих хоккеистов Волги до лицевой в падении, переадресовал мяч партнеру, и там уже переиграть вратаря Волги труда не составило. Да, Алексей Башарымов отличается. 8-й мяч у Алексея в этом чемпионате. С чем его и поздравляем. Ну, повторюсь, здесь, конечно, огромнейшая, если не вся заслуга у Дениса Судакова. Вот здесь он в падении дает передачу, и Башарымов просто переигрывает вратаря. Так он легонько на подходе забил просто. Катнул мяч в угол ворот, сыграл в противоход вратарю. И здесь еще, давайте посмотрим этот стандарт в исполнении волжан, и потом уже, наверное, договорим о призах, о конкурсах. Не дают нам расслабиться соперники просто. Здесь удаление сразу же Сергея Филатова. Тоже пока посмотрели повтор. Удаление вставили встретили. Но, к счастью, это штрафной, это свободный удар
для строителя ничем опасным не завершился. Так вот, призы. Итак, призы. Сеть магазинов М-Креп, это мир крепежа, электрики и ручного инструмента, подарит нашим болельщикам сертификат и бонусную карту. Информационное агентство БНК, генеральный информационный партнер клуба «Строитель», подарит билетики в кино. И, собственно, еще нам болельщикам достанутся спортивные призы от бассейна «Орбита». Это билеты, собственно, в бассейн и тренажерный зал. Ну и мы напоминаем, что тем болельщикам, кто приходит на стадион, не выбрасывайте корешки. В конце сезона вы их можете обменять на один утренний билет, по ходу который будет участвовать в розыгрыше велосипеда марки «Шкода» от дилера «Квета Авто» и 100 литров бензина. А также набора инструментов большого, хорошего для настоящего мужчины, о котором мечтают, наверное, все строители, да и просто любые мужчины, мне кажется. Я вот не мечтаю. Прошу прощения. Алексей, вы просто ремонт доделали. Вот Я просто, да, у меня ремонт завершен. когда в следующий раз у вас потечет кран, вы начнете мечтать о наборе инструментов от хоккейного клуба «Строитель» и партнера сети магазинов «М-Креп». Хорошо, вы меня убедили. Я начинаю прямо сейчас мечтать, пока кран не потек. Прямо с этих секунд. Ну, конец первого тайма «Строитель» проводит в атаке. Остановлена игра. Как раз именно в этом эпизоде. Ну что ж, 4-1. Первый тайм позади. 20 минут перерыва, никуда не уходите. Продолжим. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». М-Креп. Надежная опора строителя.
Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Фонари врубили. Итак, мы возвращаемся в Сыктывкар, где проходит в эти минуты матч Отечественной Суперлиги России по хоккею с мячом. После первого тайма сыктывкарский «Строитель» выигрывает со счетом 4-1 у Ульяновской «Волги». И мы ждем продолжения игры, ждем продолжения такого же увлекательного, яркого, интересного хоккея. Ну и ждем, наверное, что обе команды добавят. Конечно, ждем прежде всего, что добавит «Волга», потому что волжанам надо отыгрываться, надо догонять соперника. И мы по первому тайму, в принципе, видели, что «Волге» это по силам. Запирала «Волга» «Строитель» с его половине поля. Штурмовала при счете 2-1, штурмовала, но не выштурмовала, да, и как итог 4-1, 2 мяча в концовке первого тайма «Строитель» забил. Как любит говорить наставник сыктывкарского «Строителя» Павел Яковлевич Франц, здесь все зависит от спортивной фортуны, именно удачи. Не улыбнулась в первом тайме удача «Волги», удачливее был гораздо «Строитель», ну и, собственно, три мяча, да, во второй половине тайма. Вот, но параллельно с нашей игрой проходит матч «Зорки Родина», там 2-1, и с аналогичным счетом 4-1 выигрывает «Водник» у «Старта». Обе встречи для нас важны. «Старт» опережает «Строитель» на 2 очка. «Водник», конечно, подольше, повыше, но с «Водником» нам играть совершенно скоро. Ну и «Зорки Родина», обе команды ниже «Строитель» в турнирной таблице, но как знать, да, впереди еще довольно много игр. И вот у нас второй тайм уже стартовал, как мы видим с вами, и давайте, наверное, пробежимся еще раз по составам, с которыми начинали наши команды сегодняшнюю встречу. Ну, давайте сейчас отвлечемся от традиции, начнем с Ульяновской «Волги». Вот как раз сейчас хоккеисты «Волги» были с мячом. В воротах «Волги» был Дмитрий Таманюк, номер 34, полевые игроки: Александр Слугин, 14, Игорь Леденцов, 28, Никита Семергин, 78, Андрей Крайнов, 12, Илья Ишкирин, 41, Рустам Тургунов, 40, Руслан Галяудинов, 7, 77, Алексей Ничков, 21 Алексей Степанов и 95-й Эмиль Бехудин. Автор единственного в этом матче пока что мяча в исполнении Ульяновской «Волги. «Строитель» сейчас здесь в атаке остается мяч у сыктывкарцев. Это Денис Судаков. И зарабатывает Денис Угловой. Ну и запасные «Волги». Максим Москвичев, вратарь, 13 номер. Сергей Башаев, Дмитрий Барашков, Дмитрий Гришин, Евгений Андреев, Дмитрий Скворцов. Главный тренер команды Сергей Горчаков. Ну, давайте вот мы сейчас посмотрим стандарт в исполнении «Строителя», и Валентина нам расскажет о стартовом составе именно сыктывкарского клуба. Угловые сегодня идут опасно. С одного из них Сыктывкар вообще-то и забил, и открыл счет. И здесь тоже, в общем, потенциально смотрелось неплохо, но в итоге отворот. И, наверное, Валентина, вам слово. Да. Перейдем к стартовому составу «Строителя». В воротах «Строителя» Максим Шакиров. В поле 83-й Филатов Сергей, 9-й Власюк Владимир, 44-й Максим Немцев, 3-й Иван Краблин, капитан команды Сергей Шибонкин под номером 77, 8-й Лихачев Артем, 37-й Леухин Евгений, 23-й Максим Зубарев, 28-й Алексей Башарымов и 93-й Денис Садаков. На скамейке запасных Макар Екишев, вратарь, номер 4-й Андрей Куликов, 5-й Арзубов Павел, 7-й Никита Агафонов, 29-й Ваюшин Александр и 72-й Артем Зимин. Главный тренер команды «Строитель» Павел Яковлевич Франц. Ну и «Волга» сейчас на чужой половине. Выводит мяч ульяновцев в игру с аута. Мяч так предательски ушел за боковую, не за лицевую. И ульяновцы делают такой забросик штрафной. И вот сейчас только зарабатывают угловой.
Что ж, вот такая вот такое вот начало второго тайма. Угловой строитель, да, угловой строитель, угловой Волга. 40-й номер с мячом Рустам Тургунов возле углового флажка. Ему вот подкатывается Илья Ишкельдин. Доносит, куда нужно подавать, на кого нужно делать передачу. Ну, вот здесь прием мяча, мне показалось, подвел хоккеиста на ближней штанге. Неожиданно, конечно, была подача, неожиданно был розыгрыш. И вот плохой прием и накрыли. Никита Агафонов, по-моему, это 7-й номер с мячом, наносит удар мимо ворот, проходит мяч. Вот видите, тоже с первых минут второго тайма Никита Агафонов на поле. Мы видели, в первом тайме появлялся в середине Павел Арзубов. В общем, ротацию состава Полякович проводит, доверяет молодым игрокам. Ну, тоже... Как Алексей уже предсказывал, возможно, мы сегодня увидим и молодого вратаря команды «Строитель». Да, ну... Пока есть отрыв, ну, вполне возможно, что Волга, конечно же, сократит. Надо дождаться, надо смотреть, как будет проходить матч. Там. Если выпустят, то, может быть, минуте на 80-й, если такой же счет останется, или, может быть, увеличится преимущество. Но это все, говорится, если бы да кабы, да, поэтому смотрим, живем текущим временем, настоящей минутой. Вот. А здесь пока что начало второго тайма абсолютно равное. Но главное, что команда не сбавляет скорости, которую они набрали в первом тайме. Продолжает именно играть от атаки. Так что старт забил Воднику второй мяч. Там 4-2. Шибонкин здесь с мячом. Пас налево. Здесь не прошла передача. И уже ульяновцы потеряли. Максим Немцев. Один из авторов сегодняшних мячей. У Строителя отмечаясь голами, напоминаю, Максим Немцев, Александр Ваюшин, Алексей Башарымов и Иван Кораблин. То есть каждый мяч, каждый индивидуальный автор. Иван Немцев, Кораблин, напомню, забил красивый пенальти. Да, Немцев издали пробивает, точно в руки Атаманюку. Атаманюк сегодня вообще не скучает. Команда беспокоится, чтобы вратарь не замерз, дает ему вступить в игру почаще. Вот. И здесь уже у ворот Шакирова с голевой 100% момент, и мне даже хочется понять вообще, как не забила-то Волга в этом эпизоде. Должны были хоккеисты Ульяновска сокращать отставание в счете, но то ли Максим Шакиров, скорее всего, он преградил путь к мячу, то ли Старик Хатабыч там выдернул волосок из бороды, и мяч полетел совершенно в другую сторону. Вот, надо потом чудеса посмотреть, да, повтор, дай бог он будет. Вот сейчас прямо и будет. И смотрим. Да, здесь Максим Шакиров вышел, раскинул руками, ногами, как осьминоженька, и парировал этот выстрел. Убойная дистанция, буквально там считанные метры до ворот. И Шакиров справился с этой ситуацией. От ворот еще Строитель. Вот он показывает болельщиков, пришедших поддержать родную команду. Часть этих болельщиков после игры Строителя отправится на женский баскетбол. Сегодня Сыктывкарская Ника играет с Омским Нефтяником. Пользуясь случаем, тех, кто не дорвался до улицы на стадион сегодня, приглашаем к 6 часам в КСЦ Ренол, где будут играть женщины. Ну, там тоже обещает быть интересная игра. Там тоже будет красивая игра, хотя бы внешне. Да? Вот. Так что сегодня в Сыктывкаре такой спортивный день. Ну и параллельно, кстати, вечером еще и в 5 часов играет новая генерация мини-футбольная, тоже Суперлига играет против мини-футбольного клуба КПРФ. Вот такие вот спортивные анонсы в ходе нашей трансляции. Так что, если вы не знаете, не смогли прийти на хоккей сегодня, но есть у вас время вечером и не знаете, как его провести, то проводите его с пользой, проводите его на спорте. Как и мы. Вот Валентина поедет в Новосибирск.
На фестиваль коми-песни. Современной коми-песни, Алексей, да, я уточню. Прошу прощения. В нашей прекрасной республике еще есть композиторы, которые пишут современные песни на национальном языке. Кстати, довольно-таки это важный праздник для нашей республики, ежегодный, традиционный. Также традиционно в канун Старого Нового года он проходит. В общем, будет интересно. То есть, тем, кому не близок спорт, еще можно поехать в Усть-Кулом. Оккультуриться. Здесь столкновение держится за поясницу капитан Волги Руслан Галяутдинов. Досталось ему в этом эпизоде. Ну, продолжит, конечно же, игру. Восстановится довольно быстро. Тоже игровое чисто столкновение. Мы помним, в первом тайме игровые столкновения рисковали перейти в неигровые, там 2 раза. Ну, здесь, да. Еще и неудачно упал именно на поясницу капитан Волги. Что? Здесь немножко просто не повезло с приземлением. Так вот, в первом тайме игровые могли вылиться в нечто большее, потому что там 2 потасовки назревало. Ну, в общем, обошлось без крайностей. Владимир Васюк вспомнил свое прошлое нападающего, дошел до половины поля соперника, отдал мяч партнеру, последовал удар в ближний угол, и уже Волга развивает свою контратаку. Как раз вот Галяутдинов, да, с мячом, который только что пострадал от действий сыктывкарских хоккеистов и от крепости сыктывкарского льда. Александр Ваюшин решил повторить трюк первого тайма, когда ушел там от половины команды Волги и пробил. Ушел, и от бабушки ушел. Абсолютно. И даже от лисы, походу, ушел, когда удалось ему забить мяч. А вот сейчас удалось заработать стандарт. Очередной угловой в исполнении сыктывкарского клуба. Сергей Шибонкин отправляется к угловому флажку. На счету Шибонкина в этом сезоне 8 результативных передач было до этой встречи. Да, ну в первом тайме, да, с Максимом Немцевым как раз он ассистировал, как понимаю, так что уже 9 и по-прежнему ни одного забитого мяча. Как-то вот. Да, ну капитан у нас больше выступает именно в роли ассистента, чем наконечника атаки. И вот сейчас еще один угловой будет, уже с другого фланга, с другой стороны будет Сергей подавать. В прошлой игре ему очень много приветов передавали, приглашали Сергея в баню, но у Сергея сегодня еще игра, и видишь, что сегодня скоро наши комментаторы тоже ему передают приветы. Да, ну и здесь момент. Борется за мяч в районе штрафной площадки. Я вот могу опять же ошибаться, но, по-моему, Сергей Шибонкин как раз из Ульяновской области, просто родом. Вот когда была, по крайней мере, там сейчас живут родственники, когда был Кубок России по хоккею с мячом, когда Антон Пенлендер получал травму, то вот, по-моему, маму Сергея Шибонкина регулярно Антона Пенлендера навещала, приносила ему еды, да, как бы ухаживала, да, за Антоном. Так что, я так понимаю, насколько помню, Сергей Шибонкин действительно родом из Ульяновской области. Вот, если вдруг что не так, прошу поправить. Вот. Так что приветы ему в сегодняшней встрече, в общем-то, логично и закономерно. Ну, как раз он с мячом уже отправил своих партнеров в атаку, и потеря мяча произошла. Было, кстати, очень много тоже вопросов у болельщиков, наверное, даже не вопросов, претензий к Сергею Шибонкину по стартовым играм. Еще, напомню, он появился в Строителе, когда еще играл в высшей лиге, сыктывкарский клуб. По половине первой половины прошлого сезона тоже возникали различные вопросы, но нашел себя капитан Строителя. Вот в этом сезоне уже, да и в конце прошлого, да и как и в этом, уже без него Строитель представить трудно. Тем более после травмы Антона Пенлендера Сергей является, пожалуй, ключевым игроком в центре поля для команды Паула Франции. Здесь еще один стандарт получает Строитель, еще один угловой, еще одна возможность для Сергея. Здесь уже Максим Зубарев уже
возле углового флажка. Ну, у Максима Зубарева вообще по результативным передачам все хорошо. Было 12 до этой встречи. Так что нужно пополнять свой список и голов, и передач. Давайте посмотрим. Здесь пока тоже не получается. Здесь вообще удар пролетел даже не близко с воротами. Пролетел мяч. И уже Волга его вводит в игру. В общем так, игра потихонечку успокоилась. Смотрю, в параллельных играх тоже. Пока второй тайм не приносит особых новостей. Да? То есть, старт забил там второй мяч и все. Ну что ж. У нас не успокаиваются болельщики на трибунах. Ну, болельщики, да. Напомним, у нас сегодня праздничный матч. Конфетный, да. Угощают всех болельщиков конфетками на трибунах республиканского стадиона. В общем, то есть можно совместить приятное с полезным, с поглощением какого-нибудь шоколада. Ну, прежде всего, конечно, юных болельщиков, потому что дети — это наше все. Довольно радостно, что на трибунах всегда много детей. Приходят с родителями, приходят порой сами. Здесь нарушение правил со стороны Волги. Надо посмотреть там, да, по-моему, даже... Благо, ничего опасного не произошло, никаких серьезных повреждений хоккей-строитель не получил. И снова Шибонкин у мяча. Вот здесь показывает как раз вот. На Евгении Люхине нарушили правила. В первом тайме Евгений сам отмечался такими же действиями и был на скамейке штрафников. Волга уже владеет мячом, делает заброс в борьбу. Здесь Владимир Власюк проиграл ее. Ну, удалось отвоевать мяч на предпоследнем рубеже обороны. Хоккеист Волги в падении пытался клюшкой выбить мяч у Зубарева, не получилось. И Ваюшин оказывается на льду, но мяч уходит за лицевую. Видимо, от Александра мяч ушел. Нет, не от Александра, от игроков Волги. И еще один угловой строитель получает. В общем, сегодня какой-то прям день, в котором можно потренировать угловые. Тренировочный матч по стандарту. Да. Тайм даже скорее. Не, в первом тайме тоже было порядочно по угловым. Не, ну здесь-то мы вот прямо от ворот до ворот играем, туда-обратно. Давайте. Максима Немцева нам показывает оператор крупным планом. И здесь мяч застревает в щитках вратаря. Дмитрий Доманюк надежно играет на последнем рубеже. И вот сейчас избавляется от снаряда. Если немножко не в рамках правил уже. Так хотели игроки строителя забить мяч, что чуть ли не залокнули его вместе с вратарем в ворота. Ну, не совсем это корректно по отношению к голкиперу, поэтому нарушение правил зафиксировано. Волга в атаке. Андрей Крайнов, 12 номер. Следует прострел, и защитники строителя первые на мяче. Денис Садаков от троих соперников убегает, и пас на Башарымова. Теперь по правому флангу Алексей Башарымов прорывается. Есть ли кто-то в центре, вот мне интересно узнать. Ну, в общем, сейчас будут, потому что очередной головой. Очередной головой. Такое чувство, что можно как-то GoPro камеру повесить на кого-нибудь из игроков строителя. Он будет все время возле углового флажка стоять, подавать. Будем смотреть с этого ракурса. Можно на вратаря повесить и вообще не париться. На вратаря Волги лучше тогда уже. Потому что Максим Шакиров сегодня в игру очень редко вступает. Зато ему видно все поле. Здесь удар как следует не получился у игрока строителя. И снова от ворот. Совершенно так удар скользь получилось нанести. Опасности никакой, соответственно, не было. Ну, тем временем Зорки вот с Родиной 4-1. Там тоже счет стал. Отлично. Как-то они быстренько-то. 2-1 же было. Ну вот уже 4-1. Два мяча Зорки забил за вот время, которое прошло с момента последнего объявления, как там дела идут в других встречах. Вот уже. И Водник вот сейчас параллельно тоже забивает 5-й мяч. В общем, потихонечку в других встречах стали появляться голы. Да, там
2 мяча в других встречах, по 2 мяча в других встречах забито, у нас тут по-прежнему второй тайм без голов, но зато с уймой стандартов, с уймой, не могу сказать, что моментов, но вот таких вот ситуаций, которые могут привести к забитым мячам. И еще один угловой. Мне кажется, в Волге уже можно просто стоять и полчаса просто смотреть, как летят мячи вот с угловых. Если в первой половине игры Строитель с интервалом в несколько минут догонял, кстати, Водник по очкам и по голам, то, может быть, и сейчас? Может быть. Ну, давайте сейчас посмотрим еще один стандарт. Есть возможность уже что-то потренировать, наверное, да, какие-то новые моменты. Гол! 5-1. Отлично. 5-1. Вот, ну, количество иногда перерастает в качество, и вот Руслан Галиудинов даже вот со злостью уже просто по мячу куда-то его отправляет за пределы поля, может быть, и за пределы стадиона. Так, ну вот, все-таки недалеко он его отправил, попался мяч в кадре. Вот, в общем, очередной угловой приносится 5-й мяч Сыктывкарскому Строителю, и Денис Садаков отличается. Вот мы отмечали в начале встречи, что его любимый клиент Ульяновская Волга в этом сезоне, ну и вообще в принципе. Отлично, вот. Молодец. И здесь вот сейчас Денис забивает. Ну, конечно же, говорить о том, что какой-то попахивает каким-то огромным разгромом или чем-то еще, это довольно неправильно. Мы видим по игре, что в принципе Волга не выглядит как-то беспросветной. В первом тайме вообще была неплоха, да. Наверное, подкосили ее мячи, забитые Строителем в конце. Нет, ну и сейчас волжане уверенно смотрятся. С другой стороны, просто время играет уже на стороне Строителей. Ну, волжане пока что вот последние минут 10 уверенно смотрелись в рамки своих ворот, когда смотрели на угловые. Вот. Ну, в общем, повторюсь, да, говорить каких-то там разгромов довольно странно было бы и сложно, тем более вряд ли это претендент на какой-то там крупный счет, но чисто ради справки хочется сказать, что самое крупное поражение в истории Ульяновской Волги датированы 2008-2009 годами. Там волжане играли против московского «Динамо», и матчи завершились со счетом 1-18 и 3-20. Ну, серьезно? В общем, как говорится, а кто тому «Динамо» так не летел, да? Поэтому здесь ничего такого сверхъестественного нету. Мне кажется, там и у Строителя тоже не самые приятные счета были. Вот. Ну, а самые крупные победы, раз мы уж сказали про какие-то рекорды, то вот самые крупные победы у Волги 17-6 в 1977 году над Омской юностью. Ну и, кстати, над тем же самым московским «Динамо», но уже намного раньше, в 96 году, когда «Динамо» не было такой грозной силой, как в 2000-х. А там 12-1 победа Волги. Такая вот тоже небольшая история, статистические данные вот вам для вас. А между командами самые крупные победы, которые в очных встречах были, так это у Волги сезон 1999-2000, тогда волжане выиграли у Строителя со счетом 5-0. Вот так вот, разница в 5 мячей, не то чтобы прям много, да. Ну и у Строителя аналогичная победа в сезоне 2000-2001, то есть в следующем, да, Строитель тоже выиграл со счетом 5-0. Вот какая боль, как говорится, да, как поется в известной песне. Строитель Волга 5-0 было тогда, сейчас 5-1. Немножечко, чуть-чуть есть небольшая разница, но... В общем, у Строителя может быть только задача сделать именно в очной встрече какой-нибудь там рекорд. Хотя, да? С другой стороны, Алексей, мы так подзабыли, если в начале 2018 года у нас была разница в 6 мячей все-таки. Да, в 6 мячей, прошу прощения. Да, 1-7 выиграла Волга. Мы об этом матче не хотим вспоминать. Нет, ну мы можем повторить в обратную сторону. Да. Ну вот здесь стандарт Ульяновск зарабатывает, там... Опять же, почему-то, как потенциально он был опасен, но каких-то особых дивидендов гости из него извлечь не смогли, и даже вот в контратаку убежал Строитель, из хоккеист Волги клюшку потерял, ну и Александр Ваюшин особо здесь не настаивал в этом эпизоде на то, чтобы там прям выгрызать мяч
с зубами, да, все равно он остался с Сыктывкарского клуба, и Сергей Шибонкин любимой подачей занимается, как бы. И мяч прилетает всех в этом эпизоде. Да, 1-7, действительно. Я забыл. В общем, да, у Волги это самая крупная победа в матче со Строителем, 6 мячей. Ну, Строитель по-прежнему остается, как я говорил, 5-0. Можно сегодня... 5 мячей и 4 мяча вот именно в прошлой выездной игре. Да, так что можно попробовать этот рекорд обновить. Есть уже нарушение правил со стороны Волги. На льду оказывается хоккеист Строителя. Тоже бы сейчас увидеть, кто это такой. Кто это у нас тут. По игровому номеру пока не видно. Это Сергей Филатов, по-моему, оказался. Да, Сергей Филатов, 83 номер. Опять ему достается по руке. Он в прошлом матче с Кировской Родиной в конце встречи получил по руке, ушибом отделался. Сейчас вот тоже. Ну, но он вернулся в игру, видимо, да. Ничего серьезного. Но у нас по-прежнему нету Никиты Свиридова, который получил микроповреждение еще перед встречей с Зорким, по-моему, Красногорским, да. Не играл ни с Зорким, не играл ни с Родиной, и, в общем-то... Но в этом году на поле мы его еще не видели. Да, говорил Полякович, что в матче с Зорким его поберегли, в матче с Родиной, видимо, тоже. Ждали его, конечно, вот сегодня на поле, но уж, видимо, к Архангельску готовим. К Архангельску готовим Никиту, одного из... Здесь удар по воротам Максима Шакирова, вратарь. Прямо в руки. Да, спокойно зафиксировал мяч. Вот, у Никиты в этом сезоне при количестве матчей сыгранном поменьше, чем у партнеров, 5 мячей и 4 забитых, 5 мячей, 4 результативных передачи. В общем, Никита Свиридов это тоже серьезная потеря для Строителя, в общем. Ну и уж говорить о том, что мы играем весь сезон без одного из лидеров Антона Пенлиндера, это уж традиционно, да, в каждом нашем эфире. Нужно посетовать об этом. Да. В общем, какой эфир без того, чтобы посетовать на потерю Антона Пенлиндера в матче Кубка России, причем ничего не значащего по турнирной таблице на тот момент. Контратак Строителя, Артем Лихачев по центру сместился налево, здесь следует прострел и от ворот, да? Нет. Говорят арбитры, что никакого отворот. Пусть Строитель еще в угловых поупражняется. В общем-то, никто не против. Ну, вот за исключением хоккеиста, за исключением капитана Волги Руслана Галяудинова. Он, наверное, доказывал обратную точку зрения. Ну, в общем... Нужно позитивнее смотреть, потому что хоккеисты Волги тоже нужно упражняются. Позитивнее, да. Конечно же, у всех есть оптимист, реалист и пессимист. Да? Пессимист видит угловое соперника. И гол. 6-1. 6-1. Итак, мы закрепляем наш победный результат снова. Наверное, да. Отрыв 5 мячей, это прекрасно. Вряд ли Ульяновск сможет переломить ход поединка. Осталось 20 минут, в принципе, половина тайма. Вот, но, конечно, сейчас для нас самое главное увидеть, кто стал автором забитого мяча. Пока что 5 мячей забили разные хоккеисты. Может быть, кто-то оформил дубль, да? Давайте посмотрим. Здесь... Нет, здесь бьющий у нас оказался за пределами кадра, по-моему. Точно не Башарымов, точно не Ваюшин. Может быть, Немцев. Как-то он показывали его слишком очень довольного в кадре. Так что для нас пока это тайна небольшая, но скоро она станет явью. Да? Денис Садаков. Вот, мы поздравляем Дениса с 13-м забитым мячом в сезоне. 13 января, 13 мячей, 93-й номер, как-нибудь там можно Алексей верит в магию чисел у нас просто. Да. Что-нибудь можно найти, но вот в Волге Денис любит забивать. И здесь еще чуть в свои ворота не переправляет мяч хоккеиста Волги, но спас их от такой роковой случайности Дмитрий Таманюк, зафиксировавший снаряд на ближней штанге, преградивший путь мячу. И здесь уже атака, ну, немножко некорректно. Здесь 14 номер себя повел у Ульяновского клуба. Это Александр Слугин. У него уже 2 удаления было сегодня. Ему, в общем-то, как бы нужно вести себя не так некорректно. Как бы толчок в спину все-таки, лишнее.
не было причины для толчка, скажем так, да. Максим Немцев... снова эмоции вернулись к нам на поле. Да, Немцев мячом не владел, на мяч просто смотрел, как и все остальные в данном случае. И толкать... Я думаю, интересно слышать от комментатора, как наши хоккеисты смотрели на мяч. Забавно вышло, на самом деле. Ну, в данном случае, действительно, просто был зрителем, как и Александр Слугин, в общем. Да и место у Максима было не самое удобное для обзора. В общем, да. Не спортивное поведение. Тем не менее, игра продолжается. Мне кажется, мы еще, может, увидим забитые мячи. В начале встречи мы отмечали, что нужно ставить на тотал больше 7. Вот, тотал сейчас 7, и вот уже интересно. Последняя встреча отметилась 10 мячами. Ну, вот... Сейчас у нас есть еще 17, чуть меньше минут, 16 небольшим уже, чтобы посмотреть, зайдет ли наш прогноз на сегодняшнюю игру. А что мы, собственно, прогнозировали? Я говорю, тотал больше 7. Ну, считай, больше 7. Нет, если говорить о счете, то, я думаю, Строителю стоит повторить счет Волги в прошлом сезоне. Да, 1-7 тогда было. Спрогнозировали 7-2. Вот у нас болельщики, сейчас мы общались с несколькими людьми в перерыве, они спрогнозировали 7-2. Кстати, болельщиков Ульяновска на сыктывкарских трибунах мы так и не увидели. К сожалению, возможно, они где-то здесь есть. Ну и, собственно, им большой привет тогда. Тем, кто преодолел такую Ну, то еще зрелище ехать в Сыктывкар на матч команды и смотреть, как она проиграет 1-6. Значит, то еще зрелище ехать в Сыктывкар. Мы с вами это же обсуждали на одной из последних игр. Вот. Не на хоккей, да, просто в город. Но, тем не менее. У Алексея просыпается пессимист вот к концу любого матча, как бы он не заканчивался для команды Строитель. То есть, если нельзя обхаять команду, нужно обхаять город. На самом деле, все это не так, конечно же. Здесь удар в ближний угол, и Максим Шакиров на месте. Не дает ему все-таки расслабиться ульяновцы. Продолжают иногда все-таки тревожить. Но мы помним, там 100% голевой момент был в середине первого тайма, когда Максим Шакиров просто спас свою команду. Ну и здесь также от рук, насколько я вижу. Нет, здесь можно сказать, что здесь Максима Шакирова проверили на внимательность, на собранность. Он с таким тестом, с таким экзаменом справился на отлично. Ну, головой у Волги здесь снова, по-моему, Шакиров в игре. И уже контратака Строителя. Денис Седоков снова по правому флангу бежит. У него уже гол, 2 мяча плюс передача. Здесь отпустил мяч от себя Денис далековато. И Дмитрий Таманюк выкатился, сократил дистанцию. И не удалось мимо него прокинуть мяч нападающему Строителя. Ну там буквально чуть-чуть не хватило, буквально сантиметров. Не так далеко отпустил от себя снаряд. И уже мы увидели 7-й мяч в воротах Волги. И увидели бы хитрик Дениса. И подтвердили бы точность наших прогнозов по тоталу. Да? Но еще есть время. Я думаю, и у Дениса еще будет возможность. Может, еще будет возможность у кого-то из молодых игроков Строителя. Но Денис опять красиво сыграл. Ушел от... полполя пробежал, считая, в одиночку. Здесь нервничают. Рустам Тургунов за свитер поддержал Сергея Филатова. Может быть, Сергей Филатов, знаете, как счастливый кролик, да, там потереться за его лапку, и счастье будет тебе в жизни. Вот, а если потереться от свитера Сергея Филатова, то же самый эффект. Ну, давайте проверим. Можно и не обязательно на примере игроков Волги. Кстати, вот, смотрите, вот забивает, да, Волга мяч, вот потерся о свитер Филатова, забили. Терся другой номер. Ну, неважно, он же для своей команды удачу принес, правильно? Давайте посмотрим, кто автор этого прекрасного гола. 6-2. Алексей, прогнозы болельщиков все ближе и ближе, кстати. Ну да. Но я говорю, как бы, я уверен, что надо после игры идти в раздевалку Строителя, брать свитер Филатова. К деньгам. Загадывать желание, там, понижение ставки по ипотеке. Но здесь на добивании сыграли. Максим Шакиров с первым эпизодом, по-моему, справился, да. Здесь, справился, да. Здесь тот же самый 20-й номер, Дмитрий Гришин.
Не забил с первой попытки, забил с добивания, в общем. Но Строитель был близок к тому, что забить самому. Не забил сам, забили тебе, как говорится. И здесь еще одна примета, скажу так, сыграла свою роль. 6-2. Ну, еще играть. Ну, кстати, тотал побит. Вот, мы молодцы. Галочка первого прогноза. Да. Первый прогноз сбылся. Здесь два хоккеиста столкнулись. И еще одно столкновение. Какая-то игра уже в борьбу какую-то самскую перерастает. Там, да. Здесь Евгению Илюхину досталось. И кому-то из игроков сейчас увидим 12 номер Андрею Крайнову тоже досталось. Такая вот серия столкновений на поле у нас сейчас была. Агрессивно, да. Мы тут давно не говорили, как идут другие матчи с вами. Увлеклись. Водник Старт нас интересует. Зоркий Родина играет 4-2, а Водник Старт там 7-3 уже. Водник выигрывает. В общем-то, тоже 4 мяча. И, в общем-то, я думаю, что Водник тоже обеспечил себе победу в той встрече. И это значит, что Старт остается. Сейчас давайте досмотрим момент. Гол! Александр Ваюшин, дубль! Вот это наша, как мы тогда шутили, коми-ракета из Архангельска, да? В прошлом сезоне, по-моему, нам архангельские люди говорили, что не отдадут эту ракету нам. В общем, 7-2. Вот вам второй прогноз, но пока что еще есть время, чтобы его изменить. 7-2. Потом в любую сторону, да, кстати. Дубль Ваюшина, дубль Судакова. Вот, и... Отлично сегодня смотрится на поле Строитель. В принципе, да, Волга, конечно, во втором тайме начала сдавать, но первый тайм тут гости прекрасно провели. Такой красиво вот было, по крайней мере. Подарок для болельщиков на старый Новый год. Да, и здесь Дмитрий Доманюк уже ничего не мог сделать. Как-то, да. Тут даже, будто бы в домик даже показалось. На такой динамике трудно проследить за этим эпизодом. Слово о праздниках. Пока Алексей нам посмотрит, как играет сегодня Родина. День прессы, да, день печати. Сегодня день российской печати. Поздравляем всех наших коллег-журналистов. Собственно, и тех, кто у мониторов, и тех, кто на трибунах. Мы даже им прощаем, что они не пришли на сегодняшнюю игру. Все-таки у людей праздник. И Василий. Кстати, отмечу, тут пользуюсь так случаем всенародной известности. У нас сегодня смотрят прекрасные представители прессы из города Санкт-Петербург, болельщики Строителя. Ребята, вы молодцы, что подключаетесь из северной столицы к нашей трансляции. Вам спасибо. Смотрите дальше, радуйтесь победе своего клуба родного. Но, тем более, еще есть 9 минут. Понаблюдать за такой интересной и яркой игрой. Так что... все еще дух захватывает на самом деле, когда Строитель играет так интересно, как сегодня. Но мы напоминаем, что скоро ждет матч с Архангельским Водником. И вот там-то, конечно, будет борьба, что и, в общем-то, и, возможно, искры полетят. Пессимистом. Искры полетят на льду. Нет, но этот матч нам просто принес уже 9 забитых мячей, несколько сейвов вратарей и 100% голевых моментов. Поэтому отлично, красивая игра. Ну и Строитель чуть-чуть свою разницу мячей, забитых, пропущенных, наверное, сейчас поправит. Здесь еще одно показалось нарушение правил со стороны как раз Андрея Крайнова. Вот, в общем, на этот момент было у Строителя 48 забито, 70 пропущено, то есть минус 22. Соответственно, сейчас разница в счете чуть-чуть будет получше, плюс-минус, будет она 17. Да, я так понимаю, счет 7-2. Будет минус 17. Ну, в общем, отрицательная, но если так посмотреть, даже у Уральского Трубника, идущего седьмым, отрицательная разница в счете. Ну и насколько я понимаю, Строитель все-таки сегодня уже себе зарабатывает 9-е место. Да, и вот Макар Екишев на льду. Вратарь. Как Алексей прогнозировал на 80-й минуте. Еще один прогноз наш сбывается. Я говорю, мы посмотрели вперед. Макар Екишев на 80-й минуте появляется на поле. Вчера у Макара, напоминаю, был день рождения. Надеемся, что он его праздновал дома с соком и с бутербродами, а не в клубе с напитками покрепче, слова покороче. Так проще, так легче стираются ночи, как поется в известной песне. Так что ждем Макара в игре. Ждем от него
наверное, Сухарь. Вот. Ну, Волга, мне кажется, даст ему возможность себя проявить, но пока что контратак Строителя. По центру идет проход сыктывкарцы, сделался прострел, и там никого в итоге в той точке, куда отправился мяч. Ну и раз мы говорили о разнице мячей, то вот у Волги она 47-88, то есть сейчас уже получается 49-95, то есть вот-вот скоро Волга получит 100-й юбилейный мяч в свои ворота, но, конечно, уже не в этой встрече, и вряд ли Волга будет такому юбилею, в общем-то, рада. Ну, пока что единственная команда, которая в этом году... Две команды, прошу прощения, у нас у Кировска Родина было до этого тура 102 пропущенных мяча, и вот 100-й мяч параллельно Родина забила Зорком. У Зоркова было 98 пропущенных перед этим туром. Сейчас она в Красногорске 4-2 в пользу Зоркова. Так что с небольшим юбилеем поздравляем и коллег из Красногорска. Ну, 6 минут. Надеемся, ничего не добавят. Не было ни тайм-аутов, ни каких-то задержек в игре. Я, к сожалению, откланиваюсь, уважаемые ценители хоккея с мячом. Потому что Валентина спешит на Василий, на фестивале комик-песни. Так что, если вы когда-нибудь услышите Зинзёль, это Валентина. Я имею в виду в одном из эфиров. Что ж, ну а мы остаемся. У нас еще время игры продолжается. Волга, чуть не сказал Зоркий. Волга была с мячом. Опасный момент у ворот Макара Екишева. Здесь у нас вратарь, по-моему, все контролировал. И в итоге только от ворот зарабатывает команда. В прорыв идет Артем Лихачев по левому флангу. Достает мяч, не позволяет ему уйти за лицевую. Но все-таки позволяет, да. Чуть-чуть не хватило скорости. 5 минут у нас остается. 7-2. Ну, в общем, неплохо. Неплохо. И первый тайм Строитель 4-1 выиграл, и во втором одерживает победу пока что с счетом 3-1. Чисто пока что все для Строителя завершается неплохо. Ну, давайте еще есть время, есть возможности. Волга сейчас как раз владеет мячом, делается заброс на чужую половину. Вот мы видим, 4-й номер уже на поле есть, Андрей Куликов, тоже молодой защитник Сыктывкарского клуба. Никита Агафонов, 7-й номер. Вот Андрей Куликов, наверное, меньше всех молодежи получает игрового времени, потому что защитник, от действий которого очень много зависит на поле, и тем более, в общем сказать, партнеры по команде более опытные. В общем, Куликова действительно мы редко видим, но вот сегодня Павел Франц позволил и ему принять участие в этом матче. Ну а пока у Волги еще одно удаление. И конец встречи. Ульяновск будет доигрывать в меньшинстве. Давайте посмотрим, за что. Здесь сбили. Просто сбили, по-моему, даже клюшкой хоккеист Строителя. Абсолютно по отделу нарушение правил. И в момент вот Екишева вратарь в игре. Вот, в ближний угол отправился мяч. И Макар этим ударом справился. Играл он уже в этом сезоне, не один, ну, пару раз уж точно его видел на поле. Сыграл и с красноярским Енисеем, причем в матче с Енисеем как раз сыграл на 0, если меня не память. Даже выход 1-1 от Сергея Ломанова уничтожил Макар Екишев своей игрой. Он показывает, что Илья Шкель удален у Ульяновской Волги. И еще один удар по воротам Строителя следует. Строитель Шкарочева матча проводит уже, мне кажется, немного расслабленным. Ну и опять же сказывается то, что ряд молодых игроков уже на поле. Гафов и Куликов, наверное, и Арзубова мы еще увидим, если его сейчас нету на поле. Но, мне кажется, должен появляться.
Волга переходит. Пыталась перейти в центр поля, но не получилось. Максим Зубарев перехватывает мяч. Надо было пораньше избавиться. Тем не менее, остается устроителя. Только сейчас теряет его Артем Зимин, 72-й номер. Кстати, один из авторов ничей в выездной встрече, там, когда в Ульяновске матч с счетом 5, там отличается не только Денис Судаков, который оформил покер, но и Артем Лихачев, Никита Свиридов и Артем Зимин. Угловой Волга. Вот еще один шанс для ульяновцев сократить счет. Но для Макаркиша доказать, что он неспроста является вторым номером в Суперлиге. Понимаем, что Денис Гударенко, второй вратарь Строителя, травмирован. Но вот по той игре, которую показывает Макаркиша, в общем, претензий к нему в тех матчах, где он выступал-то особо и не было. И, возможно, именно Макар уже, может быть, в следующем сезоне станет основным вторым вратарем. Да, вот как-то таким понятием, таким термином можно его будет назвать. Здесь блокируется удар. И в итоге отворот. Последняя минута у нас уже идет, но времени даже минута остается. Строитель вводит мяч в игру. Перехват. И здесь уже снова на половине поля Сыктывкарцев мяч. Макар Екишев был с ним. Пас на Агафонова. Никита проходил по правому флангу, но терял здесь мяч. Основное время уже завершилось. Не было, не объявлялось, сколько добавлено. Ну и все. Да, вот на этом все. Основное время и вообще в целом матч завершился. 7-2 победа Сыктывкарского Строителя, с чем и поздравляем всех болельщиков, всех любителей Сыктывкарского клуба, всех ценителей хоккея с мячом. В общем, прекрасная игра, нужная победа. Строитель набирает 20 очков, обходит Нижегородский Стат, который проигрывает сейчас сегодня. И Строитель поднимается на 9-е место, и там уже остается 2 очка до Кемеровского Кузбасса и 1 игра у Строителя в запасе. Ну и в параллельных встречах Водник Стар 7-3, Закиров на 4-3. На этом все. Ждем вас уже совсем скоро. Строитель примет Архангельский Водник. До будущих побед, друзья. Приходите на лайв Суперлиг чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя.